Дорогие друзья, сегодняшняя наша тема посвящена так называемому порядку слов в предложении. И, знаете, самое главное, что нужно соблюсти вот в простом предложении, мы сейчас не говорим о таких сложных предложениях, это чтобы на первом месте всегда был деятель, то есть тот, кто делает, да, действие, то есть или, выражаясь академическим языком, это подлежащее, по-казахски это бастауш, да? И последнее слово – это действие, собственно, глагол. А что будет в середине, это не так важно. То есть, на самом деле, есть какая-то стилистическая важность всего, но не так важна на начальном этапе изучения языка. Так что, к примеру, мы возьмем такое предложение, когда, допустим, я вчера дал тебе денег. И смотрите, я, мен, дал, бер, тем, тебе, саган, деньги, акша. И вот смотрите, первое слово обязательно это мен, потому что это деятель. И последнее слово это бердем, потому что это действие. То есть смотрите, мен, бердем. Теперь вопрос, где будет саган? Смотрите, можно сказать мен, кеше, саган, акша бердем. Мен, саган, кеше, акша бердем. Мен, саган, акша, кеше бердем. Можно, конечно, подумать, а не лучше ли было вот это слово здесь, а вот это здесь. Да, это можно будет об этом мыслить, задумываться на последующих этапах изучения языка. Но на начальном этапе вам главное запомнить, что первое слово – это деятель, я, а последнее – это действие, сделал, дал. И в середине, в принципе, нет сильной такой привязки. Что за чем должно идти. Надеюсь, вам понравился сегодняшний урок. Увидимся на следующем уроке. До свидания.